Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Аделина Зарифова. И сегодня мы расскажем о приговоре Верховного суда двум молодым людям, которых обвиняли в жестоком убийстве беззащитного человека и избиении второго. Назначить Гарифуллину окончательное наказание в виде лишения свободы. Покажем последствия столкновения двух автомобилей на улице Павлюхина в Казани. Он прям вот вылетел передо мной. И, собственно, вот столкновение потом уже. А также обглоданные останки мужчины обнаружили в его доме коллеги, обеспокоенные отсутствием мужчины на работе. Я знаю, что кошки были 100%. И собачка вот эта. Это и не только. Прямо сейчас. А начнем выпуск с трагедии в Алексеевском районе. В 17 часов на 92-м километре трассы Казань-Оренбург 41-летний водитель «Лады» по предварительным данным выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом. В результате сам предполагаемый виновник аварии скончался на месте. 29-летняя девушка и двое детей 9 и 11 лет с различными травмами были доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Прокуратура организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются. В общей сложности 26 лет лишения свободы за убийство незнакомца. Такой вердикт вынес сегодня Верховный суд Татарстана двум молодым людям. Одному из них на момент совершения преступления было всего 16 лет. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 сентября минувшего года они напали на случайного прохожего, сильно его избив. Второго, попавшегося им на глаза мужчину, они забили насмерть. Трагедия произошла в середине сентября минувшего года в Советском районе Казани. В это время одному из подсудимых, Шахиржану Гильфанову, было всего 16 лет. Во время следствия он находился под домашним арестом. Его подельник Карим Гарифуллин, на год старше, все это время был под арестом. В результате совершенного преступления потерпевшему Ушакову причинен средней тяжести вред здоровью и похищено его имущество на сумму 5500 рублей. Потерпевший Ишбульдин погиб в результате причиненных телесных повреждений от тупо-сочетанной травмы тела на месте преступления. По версии следствия, в ту ночь ныне подсудимые молодые люди подошли к одному из потерпевших и потребовали у него сигареты. Мужчина подросткам отказал, и тогда Карим Гарифуллин несколько раз его ударил по голове. Пока мужчина приходил в себя, у него отобрали смартфон и 2000 рублей. Избитого спасли случайные прохожие, они вызвали медиков. Нападавшие же, как доказало суду обвинение, пошли дальше и увидели мужчину, спящего на остановке компрессорный завод. Мужчина выпил после работы, не нашел сил идти домой и решил отдохнуть на ближайшей скамейке. Его без причины сильно избили. Затем, согласно материалам дела, Карим Гарифуллин заметил рядом с лежащим человеком пустую бутылку из-под спиртного и ударил ею мужчину по голове. После этого юноши сбежали. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. Шахиржан говорит, что он к разбойному нападению никакого отношения не имеет. Ничего не отнимал, побоев потерпевшему Ушакову не носил и никак второму участнику не помогал. Вот. Что касается убийства гражданина Ишбульдина, тут ребята оба говорят, что умысленного убийства у них не было. Кариму Гарифуллину было предъявлено обвинение и в вовлечении несовершеннолетнего в убийство, и в убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью. Но в этой части его оправдали. Гособвинение в прениях запросило 19 лет в колонии строгого режима Кариму Гарифуллину и 9,5 лет в колонии общего режима Шахиржану Гильфанову. По совокупности преступления путем частичного сложения назначить Гарифуллину окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Гильфанову, который был на момент совершения преступления несовершеннолетним и находился во время следствия под домашним арестом, суд назначил самое максимальное наказание, запрашиваемое обвинением. Назначить Гильфанову окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Взяв под стражу в зале суда. Потерпевшим по уголовному делу был признан отец погибшего. Он инвалид. Представитель потерпевшего заявил иск о возмещении морального вреда. Его он оценил в 5 миллионов рублей. Суд удовлетворил иск частично, обязав подсудимых выплатить 3 миллиона. Приговор еще в законную силу не вступил. На обжалование у сторон есть 15 дней. Вероника Гайнудинова, Нафиса Минязова, Лейсан Саитова. Вызов 112.
Две «Лады», «Нивы» и «Гранта» столкнулись вечером на улице Павлюхина в Казани. Удар был очень сильный. Легковушка фактически лишилась передней части. Водитель сейчас не уверен, есть ли смысл ее восстанавливать. У внедорожника повреждена правая сторона. «Нива» боком вылетела на встречную полосу прямо перед едущим там автомобилем. Могу ничего сказать. Ни водитель «Нивы», ни его друзья рассказать о причинах аварии не захотели. Лишь поспешили сорвать с автомобиля номера. Водителю «Лады Гранта» скрывать было нечего. Его машина не на ходу, и есть ли смысл ее восстанавливать, он пока не решил. Рад, что после такого удара сам остался цел. Там подушка как бы немного, вроде нормально сейчас. Изначально как-то в шоке был, а сейчас нормально. Рассказывает, двигался по улице Павлюхина в сторону Салимжанова по левому ряду. Когда увидел перед собой «Ниву», даже не успел нажать на тормоза. Все произошло мгновенно. Он прям вот вылетел передо мной. И, собственно, вот столкновение потом уже. Ну, не то чтобы на встречу, он уже боком был. То есть я уже затормозить даже не успел, он в мгновение просто появился. Водитель «Нивы» ему рассказал, что на встречную полосу выехал не специально, просто не справился с управлением. Как он говорит, то что вот по тормозам дал, говорит, ну, типа его кто-то там подрезал. И по тормозам дал, в итоге его занесло на меня. Если автомобиль, подрезавший «Ниву», действительно был, ее водителю придется еще доказать, что именно резкий маневр и спровоцировал потерю контроля над внедорожником. Столкновения между ними не было, и виновным в происшествии, вероятно, будет признан водитель «Нивы». Рамиль Шайдуллин, Дарья Гореева, вызов 112. Шестилетний мальчик ударился головой после столкновения Hyundai Solaris и Porsche на улице Ульянова-Ленина в Казани. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации родители отказались. Как установили автоинспекторы, 22-летний водитель южнокорейской иномарки выезжал с прилегающей территории задним ходом. При этом не убедился в безопасности маневра и не пропустил едущий по главной дороге Porsche. 34-летний водитель кроссовера пытался избежать удара, но не смог. После столкновения с легковушкой его занесло, и Porsche врезался в дерево. Оно сломалось. После оформления ДТП участникам аварии пришлось вызывать сотрудников горзеленхоза. Если бы водитель кроссовера стал уезжать раньше, то сломанное дерево могло упасть на его автомобиль полностью и порвать провода. Его положить, получается, на землю, я не знаю, распилить, убрать, да? Провода, по-моему, еще как раз вынесут. Ну, проводами, но проезжей частью это дерево висит. Обглоданное тело 59-летнего мужчины обнаружили его коллеги, когда слесарь одного из автотранспортных предприятий Казани не вышел на работу. Его обеспокоенные товарищи пошли его проверить. То, что они увидели, повергло их в шок. Рядом с обезображенным телом сидела собака. Семья порядочная, спокойная. Соседи мужчины отзываются о нем только с хорошей стороны. Рассказывают, он жил с семьей, и почему в этот день был дома один, не понимают. Свет постоянно горел во всех комнатах. Потому что когда летом 100% я видела дочку, как она уходила то ли на работу, то ли на учебу. Он работал на одном из автотранспортных предприятий Казани слесарем. Его коллеги обеспокоились, что он не вышел на работу и не отвечал на телефонные звонки, и решили его проверить. По пути к мужчине домой позвонили в полицию. То, что увидели, повергло в шок. В доме обнаружили его бездыханное, обезображенное тело. Горло и нижняя челюсть были обглоданы. На тот момент, когда его нашли, рядом была его собака. А в социальных сетях люди делились мнением, что его лицо погрыз пес. Однако соседи в это не верят. Я знаю, что кошки были 100%. И собачка вот эта беленькая, не беленькая, не знаю. Я не знаю, правда, его собака, не его, но у нас на участке бегает какая-то собака, но она не агрессивная, она спокойная. Если ты, отгоняешь, она убегает. У нас крысы здесь вообще не водятся. Вот мышки, как зима-то, они, приходят. Не верят в то, что собака могла загрызть хозяина в Федерации спортивно-прикладного собаководства. Собаку мы исключаем сразу. Как я понял, там у них было все благополучно. То есть за собакой ухаживали, ее любили. Здесь надо рассматривать какие-то другие версии. Включая проникновение диких животных, бродячих животных, крыс. Причину смерти человека установили судмедэксперты. Согласно заключению, он скончался по естественным причинам. Предварительно у него были проблемы с сердцем. Какое животное погрызло плоть, еще предстоит установить. Подобный случай в Казани уже был почти 4 года назад. 15 января 2020 года в одном из частных домов по улице Станюковича было обнаружено тело 57-летнего мужчины, обглоданного животными. Родственники с ним не общались и не навещали его 2 месяца. Тогда следователи установили, что скончавшегося человека съели собаки и крысы. Нафиса Минязова, Сан Саетова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.